ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 19:05. В отделении по футболу ДЮСШ-2 проходит собрание по вопросам нового игрового сезона. В зале представители 11 клубов второй лиги. Новичков нет, но ряды и опытных клубов сегодня не полные. Кто-то в это время еще на работе, а кто-то выбыл насовсем. Например, «Броня». Клуб в прошлом сезоне занял первое место и перешел в высшую лигу. У всех остальных спортсменов будет достаточно возможностей, чтобы проявить себя. Уже с 20 сентября спортсмены начнут сражаться за новоиспеченную награду – Кубок осени. Но это будет лишь разминка. Уже с середины октября параллельно начнутся сразу 3 турнира – чемпионат и Кубок города, и одновременно с ними впервые Кубок второй лиги с выходом в плей-офф. Настоящий марафон для самых выносливых. Кто же дойдет до финиша? Однако даже на старт выйдут не все. С прошлого сезона остались команды, не оплатившие игровые взносы. С этого года начнет действовать контрольно-дисциплинарный комитет. Перед соревнованиями он проследит, чтобы команды-должники не участвовали, а спортсменов из этих клубов не брали в другие сборные. В противном случае автоматическое поражение со счетом 0-5. Также не обойдут вниманием и экипировку команд. Футболистам одной сборной нужно иметь одинаковые по цвету и фасону футболки и шорты, а также обязательную деталь – гетры. За этим будут следить судьи. Мы в этом году планируем вести отчеты о матчах, и в том числе фотоотчеты. И некрасиво будет, если у нас команды будут разноцветные. Я не думаю, что это сильно ударит по бюджету, потому что большинство команд ведомственные, то есть за них платят какие-то предприятия. Чтобы избавиться от лишней бумажной волокиты, футболистам предлагают зарегистрироваться в социальной сети Sport&Me. Здесь можно подать заявку без письменного заявления. А кроме того, удобнее отслеживать успехи команд или предугадать счет игры. Обладатели самых точных прогнозов в конце сезона, вероятно, наградят призами. Первые матчи футбольного сезона 2014 стартуют уже 20 сентября.